Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Альхамдулиллах. Всевышний дает нам каждый раз возможности очищаться от наших грехов. И одна из самых величайших причин прощения наших грехов — это как раз вот то, что мы с вами совершили. Это пятикратный намаз, пятикратная молитва. И как говорится в хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как-то спросил своих сподвижников: если перед крыльцом, перед домом кого-то из вас будет протекать река, и вы будете 5 раз в день купаться в этой реке, останется ли в ваших телах что-либо из грязи? Какая-нибудь грязь останется, если 5 раз человек будет купаться в день? Подвижники подумали и сказали: нет, конечно, его тело будет чистейшим. И посланник Аллаха сказал: и вот то же самое с молитвой. Когда человек раб Аллаха совершает 5 раз в день молитву, намаз, вот этот намаз служит причиной того, что Аллах, альхамдулилля, прощает ему грехи, прощает ему его прегрешения. Ну, с условием мы должны понимать, что если он будет оставлять большие грехи. Потому что если человек будет совершать большие грехи, харамы, явные харамы, и он будет думать, что я вот сейчас совершаю харам после магриба, и совершая иша, я очищаюсь от этого греха, он заблуждается. Потому что, чтобы очиститься от больших грехов, нужно выполнить условия покаяния. Поэтому вот здесь, конечно, мы должны понимать, что так не пройдет. Поэтому, чтобы покаяться от великих грехов, нужно выполнить условия. Причиной прощения грехов мы с вами идем дальше, и у нас тема была величие и превосходство магфира, прощения. И мы с вами дошли до пророков, алейхимуссалям, как пророки Аллаха просили у Аллаха прощения за их грехи. И вопрос асматур русуль, то есть безгрешность, вопрос безгрешности пророков. Все мы знаем, что каждый посланник Аллаха, их было много, их не только 25, это 25 пророков, посланников, мы видим только их имена в Коране. Помимо этих пророков еще есть тысячи пророков, даже есть пророки, которых пророк наш, алейхиссаляту вассалям, не знал. Про это есть аят, поэтому ученые говорят, что в книгах Акиды, что на этой земле жило около 124 тысяч пророков. Поэтому мы знаем, что эти пророки, они были избранные, самые лучшие из всех людей, и Аллах не просто их выбрал, да. И каждый пророк, он является ма'сум. Ма'сум, то есть это мумайязатур русуль, то есть это то, что отличает пророков от обычных людей. Каждый пророк, он ма'сумун, то есть Аллах защищает их от грехов. То есть они защищены от грехов. И вот давайте сегодня, иншаллах, поговорим о безгрешности, о защищенности пророков, алейхимуссалям, от грехов. Вот это состояние ма'сум, когда Аллах защищает своего пророка от грехов, это касается всех грехов или же касается только отдельных грехов? Вот здесь, давайте вот здесь остановимся. Самый первый, аль-исмату фит тахаммуль ват таблиг. Что касается в безгрешности пророков, в их прямой обязанности, в доведении до людей истины. Вот здесь иттафакаль умма, все ученые ислама
пришли к единому мнению, нет ни одного ученого, который шел бы Ахлю Сунна против этого, что касается прямой обязанности, миссии пророков, это доводить до людей книгу Аллаха, Писание Всевышнего, здесь они 100% защищены от ошибок, от прегрешений. То есть ни один пророк не мог ошибиться в том, что является его прямой обязанностью. То есть Аллах на 100% защищал своих пророков, поэтому они маусумун, они все безгрешны фи тахаммулир рисаля, в доведении послания Всевышнего Аллаха до людей. Фаля янсауна шай'ан мимма ухаху Аллаху илейхим илля шай'ан кад насиха. И они не могли ничего забыть, ничего пропустить из того, что Аллах не спаслал им в откровении. Кроме того, что Аллах, быть может, отменил. Потому что были моменты, есть даже в Коране, мансух, насих, то есть отмененные аяты, по которым мы не можем жить. Есть аяты, по которым мы не должны жить. Мы знаем, что эти аяты есть, но пришли другие аяты, которые отменили этот аят. Это все есть, это в тафсире, это все есть в шариате. И вот они могли только забыть только то, что Аллах отменил. А то, что действовало, они никак не могли ни пропустить, ни забыть. Потому что Всевышний взял на себя гарантию того, что ни один пророк не забудет довести до людей истину. Не забудет. И поэтому, когда Всевышний начал ниспосылать Коран, потому что мы знаем, что Коран, он ниспосылался аятами в течение 23 лет. 23 лет. Несмотря на то, что Аллах, он мог ниспослать Коран дуфгатан вахида, как говорится в Коране, за один раз. Нет, Аллах мудрый. И он ниспосылал Коран 23 года. И вот посланник Аллаха, который мы знаем, он не умел читать и писать, он все время переживал, он все время опасался, что он может что-то пропустить. Какой-то аят, какое-то слово, да? Какое-то значение слова. Он может пропустить, он может забыть, потому что он человек. И поэтому он, когда ему не спосылался аят, он начал это быстро-быстро повторять, чтобы не забыть. И вот здесь Всевышний успокоил его, остановил его и сказал: «Сану кариука». То есть мы позволим тебе читать Коран. Ты будешь читать Коран, фаля танса, и ты его не забудешь. То есть не переживай. Ты не забудешь то, что я тебе не спаслал. То есть это моя обязанность, это моя гарантия. Илля маша Аллах, кроме того, что Аллах пожелает. То есть вот здесь как раз ученые говорят, что означает вот это слово. Кроме того, то есть, значит, ты забудешь то, что Аллах пожелает. То есть это, быть может, касается, ученые говорят, вот именно отмененных аятов, именно отмененных знаний, откровений. А все остальное Аллах Тааля даст ему возможность читать, и он это не забудет. Иннаху я'лямуль джахра, воистину Аллах знает все явное, вама яхфа, и то, что сокрыто, и то, что сокрыто. Поэтому Всевышний взял на себя гарантию того, что пророк, он никогда ни один аят не пропустит, ни одну букву не пропустит. Это суратуль Агля, 6 аят. И также Всевышний взял на себя обязанность, взял на себя гарантию дал, что он соберет в его сердце весь Коран. Весь Коран. Он соберет в его сердце весь Коран, и он его не оставит и не забудет. «Ля тухаррик бихи лисанака, лита'джаля бих», и не шевели своим языком, потому что он быстро-быстро повторял бихи лисанака, своим языком, лита'джаля бих, чтобы скорее запомнить то, что тебе не спосылается. Аллах говорит: успокойся, не шевели языком, потому что он повторял: «Инна алейна джам'аху ва Кур'ана», потому что на нас лежит джам'аху, собрать Коран,
и Корана, и его чтение. То есть Аллах говорит, это моя проблема. Я даю гарантию, что я соберу в твоем сердце весь Коран, и ты будешь его читать. Сурат Аль-Кияма, сура воскрешения, 16 аят. Поэтому вот эти аяты нам доказывают, что посланник Аллаха, что касается его прямой миссии, это доводить до людей истину. Он никак не мог что-то пропустить, он никак не мог в чем-то ошибиться, и он никак не мог объяснить что-то так, как это пожелал Аллах, то есть так, как это не спасал Аллах. Поэтому никаких здесь ошибок не может быть. Поэтому каждый пророк, каждый избранный посланник Аллаха, который пришел с истиной к людям, «Хум ма'сумуна фит таблигh», то есть у них железная безгрешность, непогрешимость, что касается в доведения до людей истины. «Фаррусуль ла яктумуна шай'ан мимма ухаху Аллаху илейхим». И посланники, они никак не могли сокрыть, то есть скрыть то, что Аллах не спаслал им. Они не могли это скрыть от людей. Потому что это их обязанность доводить до людей. Потому что сокрытие, когда Аллах довел до него, а он не довел до людей, это что? Это хаяна. Это предательство по отношению к этому аманату. Потому что каждое слово, каждый аят, который получал наш пророк, каждое откровение, которое получали посланники, которые были до нашего посланника, это было как амана. Аманат от Аллаха. И этот аманат он должен был доводить до людей. Поэтому они никак не могли сокрыть что-либо. Варрусуль ястахилу ан якуну кадалика. И они никак не могли быть таковыми. То есть они никак не могли сокрыть то, что Аллах не спасал. Поэтому Всевышний говорит: «Я айюхар расуль, о посланник, баллиг ма унзиля илейка мир раббика», доводи до кого? До людей. То, что было ниспослано тебе, мин раббика, от твоего Господа, ты должен доводить это амр, приказ Всевышнего. Ва ин лам таф'аль, а если ты этого не сделаешь, фама баллагта рисалата, значит ты не довел его послание. Значит, ты не справился со своей миссией, не довел его послание. Это сура Аль-Маида, 67 аят. Поэтому Всевышний предупредил посланника, что он должен доводить до людей все. И сокрытие или же изменение, искажение того, что Всевышний Аллах не спаслал, Аллах Тааля предупредил это великим наказанием. Великим наказанием здесь уже идут другие аяты, например, все не буду приводить, потому что времени не так много. Например, суратуль Хакка. Хакка — это на русском неминуемое, да? 44-46 аят. Если «Валяу тaqawwala алейна ба'д ал-акавил, ла ахадна минху бил ямин, thumma ла катa'на минху л-ватин». Всевышний уже угрожает, он предупреждает своего посланника, что даже посланник не имеет никакой гарантии от наказания Аллаха, если он предаст Всевышнего Аллаха, то есть если он не доведет или же скроет. Если ты будешь говорить против нас ложью, разными лживыми словами, ля ахадна минху бил ямин, то мы схватим тебя за это. Мы схватим тебя за это. Thumma лакатa'на минху л-ватин, и мы рассечем твою артерию за это. То есть ни у кого нет гарантии, ни у одного пророка и нашего пророка, если он предаст Всевышнего Аллаха. Поэтому вот эта айсма, непогрешимость, что касается их основной миссии, она стопроцентна. Стопроцентно. Ни один пророк не мог ничего забыть, ничего исказить. И поэтому Всевышний сказал: «Санукриука фаля танса». Мы дадим тебе возможность читать
Коран, и ты не забудешь, и ты не забудешь. Так-то еще один аят можно привести. Сурату Наджм, 3-4 аяты, который тоже доказывает, что посланник Аллаха никак не мог забыть что-либо. «Вама янтику аниль хава», и он не говорит аниль хава, то есть от себя, от прихоти своей. Вот посланнику Аллаха захотелось что-то говорить, и он говорит. Вот ему захотелось сказать что-то и сказать, что это Аллах сказал. Нет, «Вама янтику аниль хава». Посланник не может говорить по прихоти. «Ин хуа илля вахьюн юхья», кроме того, что это откровение. Каждое его слово – это откровение юха, которое внушается им. Поэтому, дорогие братья, мы должны знать, что даже любой хадис, мы знаем, когда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорил нам своими словами что-то, учил, призывал к чему-то, запрещал что-либо, мы должны это понимать 100%, что это не его слова. А значение этих слов от кого? Это откровение от Всевышнего Аллаха. Поэтому мы, мусульмане, мы верим в Коран и мы верим в достоверные хадисы пророка, алейхиссаляту вассалям. Поэтому хадифун набави, любой пророческий хадис, мы знаем, что значение этих слов, или этого запрета, или этого приказа, как вахи от Аллаха, ибо он не говорит по прихоти, а все, что он говорит, это откровение, которое ему внушается. Но что касается других дел и других качеств пророков, алейхимуссалям, ученые говорят, что здесь у пророков могут быть они могут допускать ошибки. Они могут совершать какие-то прегрешения. Может быть, что касается есть разногласия среди ученых, они могут ли совершать маленькие грехи, малые грехи. Здесь есть некоторые разногласия. Да, есть, раджих, то есть ученые, которые говорят, большая часть ученых утверждает так, а меньшая часть утверждает так. Но давайте немножко приведем примеры. Примеры того, что действительно и пророки могли где-то что-то забыть, что-то упустить, но то, что не касается их прямой миссии. Нисьяну Адам. Как Адам, алейхиссалям, забыл то, что случилось с ним. И этот хадис приводит нам Абу Хурайра, радиаллаху анху, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, когда Всевышний сотворил Адама, он вывел из его позвоночника, из его спины, он вывел все души. То есть все его потомство, которые придут до судного дня. То есть, когда Всевышний Аллах создал Адам, алейхиссалям, он вывел из Адама все его потомство, то есть абсолютно всех его детей, внуков, которые придут на эту землю до судного дня. И между глазами каждого из них Аллах Тааля дал свет. То есть вот эти души, они светились. И затем Всевышний показал эти души Адаму, алейхиссалям. Потому что он наш отец, он наш дед, так ведь? И он показал ему его детей. Тогда он сказал: «Эй, Робби, ман хауля?» Адам спросил: «О мой Господь, кто эти? Кто они все?» А их же очень много. И тогда Всевышний ответил ему: «Хауля и зурриятука» – это твое потомство. Это твои дети, внуки, которые придут на эту землю. И когда он начал смотреть на эти души, он увидел одного человека, который удивил его своим светом. То есть, видать, у него света было больше, нура, да? И тогда Адам, алейхиссалям, спросил: «Эй, Робби, о мой Господь, ман хада? Кто это? Кто это светится тут, да?» И тогда Всевышний ответил ему: «Хада раджулун мин ахирил умам». Это мужчина, который придет уже
последних поколениях, мин зурриятика, из твоего потомства, юкалю лягу, его будут называть Дауд. Дауд это кто? Дауд, алейхиссалям. Некоторые называют его царь Давид, да? Отец Сулеймана, алейхиссалям. Вот здесь просто хочу обратить наше внимание. То есть это тот, который придет в последних поколениях твоего потомства. А Дауд, он когда уже жил? Царь Соломон когда уже жил? Получается, уже они являются последними из рода, то есть из поколения, потом из потомства Адама, алейхиссалям. Его будут называть Дауд. И тогда Адам, алейхиссалям, спросит: «Я Рабби, о мой Господь, вакам гумруху». А сколько он проживет на этой земле? Какой у него будет возраст жизни? И тогда Всевышний сказал ему: «Ситтина сана». Он проживет 60 лет. Я здесь вот хочу немножко отойти от этого риваята, потому что это очень интересный хадис. Есть другой риваят, тоже достоверный. Много мухаддисов сказали, он достоверный. Там немножко идет дополнение. Когда он услышит, что Аллах предписал жить Дауду 60 лет, Адам, алейхиссалям, спросит: «А мне сколько лет дашь?» И тогда Аллах скажет: «Тебе 1000 лет». Ты проживешь 1000 лет. И тогда он пожалеет своего внука. И он скажет: «О Аллах». И вот здесь идет продолжение. «Ай Рабби, о мой Господь, зидху мин умри арба'ина сана». Возьми, забери из моей жизни 40 лет и отдай ему. И вот в другом риваяте, достоверном риваяте, пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, тогда, говорит, он попросил у Аллаха, чтобы Аллах прибавил ему, потому что 60 лет это так мало, да? А Адам подумал, да, ему 1000 лет, еще сколько жить, да жить, много же, что, не жалко? Потому что когда годы впереди, они не жалко, человек курит, пьет, наркотики принимает, явно нездоровый образ жизни ведет. И он думает: да что мне еще жить, дожить до пенсии еще сколько, да? А вот почему-то, когда до пенсии уже доживает, 70, 80, он так не думает. Потому что то, что у него прожил, это такое короткое время. Поэтому Адам 1000 лет. О Аллах, добавь ему. И тогда Аллах даст ему условия поставить. Я дам ему, я прибавлю, но только из твоих лет. Это тоже достоверный хадис. И вот здесь говорится: «Зидху мин умри арба'ина сана». О Аллах, возьми у меня 40 лет и дай ему 40 лет. Ну, он такой щедрый, у него там много же еще, да? И Аллах Тааля призвал ангелов, чтобы они были свидетелями этого. Что он сам дал эти 40 лет и подарил кому? Своему внуку Дауду, алейхиссалям. «Фалямман қада умара Адам». А когда прошли годы Адам, алейхиссалям, к нему приходит ангел смерти. А у него-то еще 960 лет только. Ему еще дожить 40 лет. И он уже отказывается умирать. Кстати, тоже одна из особенностей пророков, когда приходил ангел смерти, они могли с ним еще разговаривать, договариваться. Они имели право, каждый пророк имел право отсрочить свою смерть, но ни один пророк не отсрочил. Это тоже особенность. Это в книге Акиды приводится. И вот происходит спор с ангелом смерти. Он не хочет давать. А ведь Аллах призвал ангелов, чтобы они были свидетелями. Когда ему говорит: ты же сам отдал свои 40 лет кому? Своему внуку Давуду. Но Аллах пожелал, чтобы Адам забыл это. Он забыл это. И его дети забыли это. И когда к ихнему отцу пришел ангел смерти, они начали спорить. Они не хотели отдавать отца, а Адам, алейхиссалям, не хотел умирать. Фаджахада Адам, фаджахада зурриятаху. И они начали противиться, они начали спорить. И Адам, и его дети. Ванасия Адам. Фанасия зурриятаху. И забыл, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и забыл Адам, и забыли его дети. Вахатиа Адам, фахатиа зурриятаху. И ошибся Адам, и ошиблись его дети. Этот хадис сахих,
Раваху ибн Аби Асим, ибн Хиббан и другие мухаддисы. Вот поэтому вот здесь конкретно говорится, что Адам, что? Он забыл и он ошибся. Но это ни в коем случае не касается его основной миссии. Но есть еще один хадис про это, но его приводить, не приводить, он все-таки, многие ученые сказали, что он зарыв. Что он зарыв, там говорится, что там как дополнение идет, эту цепочку ученые все-таки сказали, что это слабый, сомнительный хадис. Там говорится, что Аллах и ему оставил его 40 лет, и Дауду оставил 40 лет, ну как милость его. Но этот хадис как бы мы не можем 100% сказать, что это слова нашего любимого пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому вот как раз пример того, что в жизненных ситуациях они могли забывать что-либо и ошибаться. Второй пример тоже приводится в хадисе, тоже от Абу Хурайра. Валлахи, дорогие братья, делайте дуа за Абу Хурайру, ибо Абу Хурайра делал дуа. У Абу Хурайра был такой дуа, он говорил: «О Аллах, прости каждого мусульманина, который просит прощения за меня и за мою мать». Это был сподвижник, один из самых приближенных сподвижников, и он говорил: «О Аллах, прости грехи каждому мусульманину, который будет просить прощения за меня и за мою мать». И табигины, последователи сподвижников, они говорили: мы, говорит, чтобы попасть под его дуа, мы все время просили прощения за Абу Хурайру. Вот как он хитро и умно поступил, да? Все, кто хочет попасть под дуа Абу Хурайра, они должны просить прощения за Абу Хурайра. Абу Хурайра, радиаллаху анху, это сподвижник, который донес до нас самое большее количество хадисов. Самое большее, потому что он попросил у пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы пророк попросил за него дуа, чтобы он не забывал ни один случай, ни одно слово, которое он видит, слышит от пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому Аллах принял дуа. И Абу Хурайра, и этот хадис от Абу Хурайры, то есть получается, мы слышим этот хадис благодаря Абу Хурайре, да, радиаллаху анху. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: как-то раз один пророк, он решил отдохнуть тахта шаджара, под тенью дерева. То есть, видать, это был путь, путешествовал, устал. И как обычные люди, они же были людьми, они уставали, он решил сесть под тенью дерева. И тогда там оказалось семейство муравьев, и муравей его укусил. И тогда он рассердился, видать, больно было, да? И он нашел дом этого муравья и сжег этот дом. Сжег. И тогда Всевышний ниспослал ему откровение и упрекнул его и сказал ему: то есть за одного муравья ты погубил его все семейство. То есть виноват же только один муравей, а не его дом. Так ведь? Вот поэтому это тоже была что? Ошибкой. Ошибкой этого пророка и посланника Аллаха. Раз он рассказал нам этот хадис, значит, в этом хадисе есть для нас польза. Также пророки и посланники, они могли ошибиться, когда решали проблемы людей. То есть пророкам всегда приходили люди. У людей возникали какие-то споры, какие-то проблемы возникали. Там, например, приходит жена с мужем, пророк должен решить их вопрос. Приходят два друга, два брата, которые не могли поделить деньги, не могли поделить товар. И они идут к кому? Пророкам. И вот были случаи, когда пророки ошибались, вынося решения. И причиной этому было то, что до них не доходила
истина. То есть истинное положение дел могла просто до них не дойти. Потому что человек пришел, Аллах ему дал язык, а тому не дал. И он своим языком начинает украшать все. Да, вот я такой, да вот он такой. Но он же человек, он ля я'лямуль гайба илля-Аллах. И не знает сокровенный никто, кроме Аллаха. Поэтому посланник, пророк выносит решение, опираясь на что? На слова этих людей. А если они не довели до него правильно, он может ошибиться? Да, он может ошибиться. И такое случалось с пророками. Как, например, случилось с Дауд, алейхиссалям. И как нам передает этот хадис, кто? Догадайтесь? Абу Хурайра, радийаллаху анху, что он слышал, как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Канат имраатани ма'ахума ибнахума». То есть, как-то раз жили две женщины, и у них были двое сыновей. То есть, у каждого был сын. И пришел волк и похитил одного из этих детей, сыновей. Одного украл. И тогда одна женщина сказала другому: волк украл твоего сына, а то, что он оставил, это мой сын. А вторая сказала: нет, это мой сын. Волк украл твоего сына, но это мамы. Они не хотят, чтобы ихнего ребенка украли. И между ними возник спор. И они пошли Дауд, алейхиссалям. Они пришли к Дауду, и каждый начал рассказывать свое. А Дауд, он же не знает истинное положение, он же не видел там, он же не всевидящий, он не всезнающий, он человек. И это доказывает, что пророк, он может только знать то, что Аллах ему откроет. Поэтому он не мог видеть, чей это был сын, похищенный волком. И когда он выслушал, Дауд, алейхиссалям, решил в пользу взрослой женщины. Потому что одна была помоложе, другая была повзрослее, может быть, поопытнее. Подсказала, может быть, поискуснее, да, покрасивее. Но спор их не остановился. И тогда они пошли к Сулейману. Вот интересно, да? Не понравился этот пророк? Да вот, пошли к другому пророку, Сулейману. Ну, у нас тоже так. Хазрат сказал, так нельзя. Ну ладно, пойду я сейчас в другую мечеть. У меня был такой случай. Ну, брат 3 талака сказал. Ну, ни по одному масхабу не получается. Все 3 ушли. Все, сидят, плачут, сестра плачет, брат плачет. Мы, говорит, любим друг друга, мы хотим жить. Но я говорю, брат, я не знаю, если ты был там в гневе, сказал бы там собака, еще что-то крикнул, успокоился бы, не талак же кричать, вы что, говорю? Все, вопрос, то, что я каким-то знанием обладал, я не смог найти ни в одном масхабе, там, может быть, ученики Абу Ханифы говорили, нет, все, у вас нет семьи, нет у вас семьи, а что я должен делать? Он пошел к другому хазрату, потом 3-му, потом 4-му, потом другой город, в городе не нашел. Потом мне звонит хазрат. Я говорю, вот мне такой-то хазрат сказал. Я говорю, в судный день, тогда вот с этим хазратом будешь разбираться. Но я не буду брать на себя ответственность. Поэтому они пошли к Сулейману, алейхиссалям. И рассказали ему, что волк похитил одного из их детей, но что вот этот сын, это ихний. То есть они начали спорить. И тогда Сулейман, алейхиссалям, он поступил очень мудро. Он сказал: принесите мне нож. Тогда мамы спросили, зачем? А я, говорит, сейчас разрежу этого ребенка пополам, половину дам тебе, а половину тебе. Вот это будет справедливо. И тогда молодая мама не вытерпела и сказала: оставьте этого сына, это ее сын, а не мой. Это ее сын, а не мой. Почему она так сказала? Потому что она была готова отдать своего сына другой матери, чтобы только оставить его в живых. То есть получается, кто мать?
молодая мама. Та, значит, обманывала. Вот поэтому иногда люди могут обманывать, иногда люди могут как-то искажать факты и ввести, если так можно сказать, в заблуждение кого? Даже пророка. И другой хадис, это уже не от Абу Хурайры, от Умму Саляме, от супруги пророка, алейхиссаляту вассалям. Как-то раз посланник Аллаха, алейхиссалят, это в сборнике имам Бухари, то, что произошло с Даудом, Сулейманом, в сборнике имама Бухари, рахимахуллах. И второй момент. Вот посланник, алейхиссаляту вассалям, как-то услышал шум, спор возле своего крыльца. Видать, люди пришли, чтобы казы, судья рассудил их, пророк, алейхиссаляту вассалям, у них что-то произошло. И, услышав голоса, фахараджа илейхим, он вышел к ним, а он уже слышал, какой там спор шел. Потому что, там слышно все, да? И он сказал: «Иннама ана башарун». Воистину я только человек. Он не ангел, он не Господь, он не всевидящий, не всеслышащий, не всезнающий. Я человек. И иногда ко мне приходят со спором, люди спорят. И может быть кто-то из вас окажется искуснее в красноречии. То есть более красноречив, и может быть он объяснит мне больше. И я решу, что он на истине. То есть, опираясь на его красивые слова, объяснения, я решу, что он на истине. И я приму решение в его пользу. То есть, услышав его слова, его толкование, я приму решение в его пользу. И если я вынесу решение в чью-то пользу за счет права брата-мусульманина, то есть окажется, я скажу, что ты прав, товар твой, деньги твои, но это окажется за счет прав мусульманина, то есть он просто неправильно объяснил, а я так понял, вот это право не что иное, как кусок адского пламени. Да, это пророк так решил. Человек может сказать: да пророк же решил. А даже пророка можно здесь, в этом вопросе, ввести в заблуждение. Он может ошибиться. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, оставил на богобоязненность этих людей. Он сказал: но если то, что я решил в его пользу, окажется правом не его, а его брата, он должен знать, что это кит'атум минан-нар, это кусочек адского пламени. Фальяхудха. Если он захочет, пускай возьмет этот кусок пламени. Аули ятрукха, или же оставит. То есть все равно в итоге что? Вот здесь все. Есть Аллах, которого невозможно обмануть. Да? А пророки, они в этом вопросе могут ошибиться. Этот хадис в сборнике имам Аль-Бухари. Поэтому вот это только два примера, когда в решении, вынесении решения даже пророки могли ошибиться. Идем дальше. И вот если какой-либо пророк совершал какую-либо ошибку, какое-либо прегрешение, то мы должны знать, что этот грех, это прегрешение, его толкало на мгновенное покаяние, на мгновенное таубе. То есть Всевышний Аллах воспитывал иногда пророков через их ошибки и давал им возможность каяться. И в итоге, если, я немножко поспешу, и когда в Коране Всевышний вспоминает, когда идет напоминание «Зунубуль анбия», то есть прегрешение, ошибки пророков, то в этом же или в следующем же аяте мы видим покаяние этих пророков. То есть вот пророк совершил какое-либо прегрешение, и вот он совершил таубе.
и истигфар. Потому что пророки никогда не откладывали покаяние. Если они где-то ошибались, они сразу же совершали покаяние, «Уаля юаххируна тауба», и никогда не откладывали покаяние. «Фаллаху асамахум мин далика». И вот Аллах защитил их от этого. Он совершил прегрешение, но он никогда не ходил с этим грехом. Аллах защитил пророков, чтобы они ходили, не покаявшиеся от какого-либо прегрешения. Они ошибались, и они сразу же делали тауба. «Вахум ба'да таубати акмалу минхум кабляха». И ученые говорят, что они после того, как совершали вот это прегрешение, и совершали такое покаяние, что они перед Аллахом уже занимали большую степень. После этого греха, через такие покаяния и просьбы о прощении, они занимали уже большую степень перед Аллахом, то есть по сравнению с тем, какую степень они занимали до греха. Поэтому в итоге, в результате, этот грех, наоборот, приближал их к кому? К Аллаху. Потому что этот грех был причиной таким покаянием искренним. Это говорит Умар Сулейман Ашхар. Поэтому пророки просили у Аллаха прощения. И то, что они просили у Аллаха прощения всегда, это показывает достоинство просьбы о прощении. И даже в судный день, когда мы знаем, это хадис, мы его не будем приводить, хадис уш-шафаа называется, это хадис ходатайства, заступничества называется, можете его найти в интернете. Это, машаллах, это хадис, который прямо вот переламывает наши души, да, воспитывает наши сердца. Вот когда люди, они предстанут перед Аллахом, вот он там джаханнам, гиена адская, вот он рай. Они прошли через кабр, через барзах, да, и вот они в судный день, и они не знают, куда идти, кому идти. Они идут к Адаму. Кто-то скажет: давайте к Адаму, он же нас дед. Он же наш праотец, он же отец всех людей, и они придут к нему и скажут: ты видишь, в каком мы положении, мы не знаем, что делать, что с нами будет, у нас столько грехов. И они скажут: заступись за нас перед Аллахом, ну скажи слово, замолви за нас. И что скажет тогда пророк? У меня свои проблемы, я не знаю, что со мной будет. Вот представьте себе, это день, когда ангелы будут в страхе, безгрешные ангелы будут в страхе, когда маасумун, защищенные от великих грехов, пророки не будут знать, что с ними случилось. Поэтому, когда кто-нибудь говорит: да ладно, разберемся там, да, он ошибается. Это неверие сидит в него, джагаль, невежество сидит у него, он не понимает, что там будет. Ангелы будут страшиться, и никто из пророков, кроме нашего пророка Мухаммада, не возьмет на себя смелость встать и заступиться за кого-то перед Аллахом. Поэтому и здесь, в этом хадисе, каждый пророк, к которому они подойдут, он скажет: у меня есть свой грех, и за который я не знаю, простит мне Аллах это или нет. Поэтому это тоже доказывает, что посланники даже в судный день будут бояться, страшиться за свои ошибки. И еще один пример успеем, нет? Или все на сегодня? Нет? Один пример. Адам алейхиссалям. Вот давайте сейчас пройдемся. Как же после совершения какого-либо греха, ошибки, как же они, пророки, спешили к покаянию? Что в результате оказывалось, что этот грех, наоборот, приближал их к Аллаху. Потому что именно через этот грех они понимали суть, истину покаяния. Адам алейхиссалям. Всевышний говорит в Коране про его грех: «Фа'акаля минха». То есть мы знаем, что Аллах поселил Адама и Еву в райский обитель, разрешил
все плоды райские, но он запретил им вкушать из одного дерева. Но в итоге, в результате искушения шайтана, обмана, он попробовал плод запретный. فَأَكَلَ مِنْهَا. И они вкусили из этого дерева. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. И тогда они начали видеть свои гаураты, срамные места. То есть открылись их гаураты. Открылись. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. И они поспешили закрыть свои гаураты листьями райских деревьев. Они начали спешить, потому что все раскрылось после того, как они нарушили завет с Аллахом. وَعَصَى آدَمْ. И Всевышний сказал: ослушался Адам. Он что сделал? Он совершил грех. Это была его ошибкой. Он ослушался. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ. И ослушался Адам своего Господа. فَغَوَى. И впал в заблуждение. Он впал в заблуждение, он ушел с истинного пути. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ. А затем Всевышний избрал его. То есть он избрал его своим посланником. فَتَابَ عَلَيْهِ. И принял его покаяние. وَهَدَى. И наставил его на верный путь. Это сура Таха, 121-122 аяты. И вот как же Адам, алейхиссалям, искренне, вот в этом униженном состоянии, когда Аллах прогнал их с рая, вот представьте себе, Аллах выгнал их, Он же прогнал их с райской обители. И вот в этом униженном состоянии, искренне от сердца, он начал каяться перед Аллахом. Он понял свой грех, потому что суть его греха заключался в том, что он не положился на Аллаха, он не доверился Аллаху. Потому что Иблис, он что сказал? Я знаю секрет, почему Аллах запретил тебе вкусить плод. Это плод гарантии того, что ты останешься в раю. Когда Адам увидел рай, что случается с человеком, когда человек видит богатство, видит степеня высокие, да? Самое страшное это для него потерять это все богатство. Поэтому Адам боялся, что он потеряет это богатство. И Иблис сказал ему, он нашел его слабое место и сказал: это же гарантия того, этот плод, что ты останешься в раю. И он вкусил. Надеясь, что он останется, это будет гарантией. Да? И Аллах его из-за этого греха лишил рая. И вот тогда он обратился к Аллаху. Даже они оба обратились к Аллаху. Раббана, о Господь наш, заламна анфусана. Мы проявили несправедливость по отношению к нам самим. То есть мы виноваты, не ты. Мы залимы, а не ты. Кто-то может сказать: вот Аллах лишил нас рая. У нас же так обычно, когда Аллах что-то у нас забирает, то плохой. Аллах плохой, астагфируллах. Пусть Аллах меня простит за эти слова. Но Он не ищет в себе эти проблемы. Он плохой, один я ангел. Но здесь он понял истину. Где ошибка? Они сказали: мы проявили зулм, совершили зулм по отношению к себе. Это мы виноваты в том, что мы лишились рая. И если ты не простишь нам, этот грех, если ты не смилостивишься над нами, мы окажемся с теми, кто потерпел убыток. Это сура Аль-Аграф, 23 аят. Поэтому, вот как он начал, да? Аллах, когда создал Адама, Он собрал всех ангелов и сказал: падайте ниц перед ним. Он лучше вас, он выше вас, он знатнее вас, он больше знает, чем вы. Да? И он сказал: усджуду ли Адама, падайте ниц перед ним. Но что лишило этого дараджа, этой степени? То, что он ослушался Аллаха. Поэтому он понял свой грех
и он совершил покаяние. И вот здесь дальше идет, как бы уже тут стихи идут, он уже стихами говорит. Я это в стихах не могу, к сожалению, перевести, я не такой специалист, да. И вот и здесь он как бы обращение Аллаха к Адаму алейхиссалям. Я Адам, инна мабталейтука бидзанби. Я испытал тебя грехом, потому что я люблю. Я люблю, здесь слово даже переводится, я захотел показать тебе свою милость и показать свою щедрость по отношению к тому, кто выступает против меня. То есть человек идет против Аллаха, а Аллах проявляет по отношению к нему щедрость. Аллах простил же его. Аллах очистил его от грехов. Аллах принял его покаяние. Поэтому Аллах... И вот здесь мы вспоминаем хадис первого урока. Если вы перестанете грешить, Аллах создаст таких людей, которые будут совершать грехи и будут просить у Аллаха прощения, и Аллах будет прощать им. Поэтому, о Адам, «Ида асамтука ва асамту баника мина дзунуб», если бы я защитил, очистил тебя и твое потомство, нас всех от грехов, فَعَلَى مَنْ أُجَوِّدُ بِحِلْمِ وَعَلَى مَنْ أُجَوِّدَ بِعَفْوِ وَمَغْفِرَةِ وَتَوْبَةِ, то кому я буду проявлять свою снисходительность? Кому я буду проявлять свою щедрость в прощении, в принимании покаяния? Поэтому я тот, кто принимает покаяние, я милостивый. Поэтому Всевышний Аллах, Он испытал и тем самым, что? Он воспитал своего пророка Адама алейхиссалям. И вот в конце последний абзац. Таллахи, и вот автор книги клянется Аллахом, что когда совершил Адам грех, не помогло ему ничего. Не помогло. Не помогло то, что Аллах заставил всех ангелов падать перед ним ниц, делать суджуд. Помогло? Нет? Нет. Аллах выгнал его с рая. Несмотря на то, что ангелы сделали суджуд перед ним. Несмотря на то, что Иблис оказался в неверии, потому что не преклонился перед Адамом, да? Ему это не помогло. И не помогло ему его величие. Аллах говорит в Коране, и Аллах научил Адама всем именам и названиям, и он в итоге оказался выше, чем ангелы в знании, да? Ему это помогло? То, что он там знал то, что ангелы не знали? Нет, ему это не помогло. А что ему помогло? Ему помогло «Раббана заламна анфусана». Ему помогла его вот это унижение. Когда он лишился всего этого, и он понял, что он это совершил. «Раббана заламна анфусана». О Аллах, это мы проявили несправедливость по отношению к самим себе. И когда он «Лямма лабиса дар'ат таухид аля бадани шукр», то есть, как это перевести? Когда ему помощь пришла, да, когда он надел на тело шукра, благодарности, одеяние единобожия, таухида. Одеяние единобожия. И вот только тогда, через это унижение, он нашел свою степень перед Аллахом, вернул. И он стал даже лучше, чем до этого прегрешения. Ибо каждое прегрешение влечет за собой покаяние, и это покаяние приближает его к Аллаху. И, иншаллах, на следующий урок это Нух алейхиссалям, как он совершил грех и как он сделал покаяние. Ибрахим алейхиссалям, Сулейман, сколько, иншаллах, успеем. Субханак Аллахумма бихамдик. Кстати, вот дуа кафаратуль маджлис в сунне пророка алейхиссалату вассалям приводится зикр, слова поминания Аллаха, когда мусульмане собираются, разговаривают, общаются, по завершении нужно поминать Аллаха вот этими словами. И эти слова будут искуплением за те прегрешения, за те, может быть, пустословия, которыми мы с вами занимались во время этой встречи. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайран.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. До новых встреч. Не переключайтесь. Да?